Күнтә халим гудым, улан залатныр, ода ендір, бидін халимы келуір жылтын төвін көдләчныр, мана халимы келіне тұсқы хамгин сонин арвын еші бәрімті цуқтадынды медүлжі өкхым. Ониган өкчі, чингіне даучы, сеткілден баты тоқтачы, мартхина юласы әжі, мартылку даутат йолсхатын. Дорогие земляки, сегодня в своем первом видео из нашей новой студии сотрудники Центра по развитию калмыцкого языка поделятся с вами 10 интереснейшими фактами про родной язык и письменность тодо-бичик. Итак, начинаем. Калмыцкий язык относится к алтайской языковой макросемье, северо-монгольской группе, западно-монгольской подгруппе монгольской ветви. В соответствии с морфологической классификацией языков, все языки алтайской языковой макросемьи относятся к агглютинативным, то есть новые слова в них образуются с помощью аффиксов, присоединяющихся к основе слова. Как отмечают крупнейшие специалисты в области монгольского языкознания, калмыцкий язык считается наиболее близким к языку сокровенного сказания монголов, наиболее древнему монгольскому литературному и историографическому памятнику. Таким образом, калмыцкий язык насчитывает более 800 лет литературного развития. За время своего письменно зафиксированного существования монгольские народы пользовались более чем 10 письменностями. Наиболее распространенной из них по праву считается худым-бичик, старомонгольское письмо. Им пользуется большинство монгольских племен. Однако айраты в 1648 году создали свою собственную письменность, которая называется тодырха-язык или в просторечии тодо-бичик. Эту письменность создал величайший айратский просветитель, буддийский монах и политический деятель Зая-Пандита Отургундала. За 12 лет своей переводческой деятельности Зая-Пандита перевел более 200 произведений, создав айратский литературный язык. Словом «лингва франка» языкознание называют язык международного общения. В 17-18 веках в Центральной Азии язык и письменность айратов использовали в официальной международной переписке. Среди документов тех лет известны письма китайских императоров казахским ханам и официальные ответы на них, а также письма алтайских зайсангов и князей енисейских киргизов, направленные в Санкт-Петербург. Широкая популярность айратского языка и тодо-бичик среди множества народов стала причиной для того, чтобы выполнить перевод такого произведения, как индийский эпос Рамаяна, а также впервые перевести на иностранные языки китайские классические романы «Путешествие на Запад» и «Сон в красном тереме», входящие в сокровищницу мировой художественной литературы. В настоящее время на планете насчитывается 7174 языка и не более 40 письменностей. Из них учение Будды во всей полноте могут донести всего 5 языков – пали, санскрит, китайский, тибетский и монгольский языки, в числе которых и наш калмыцкий язык. Благодаря нашим величайшим монахам прошлого калмыцкий язык имеет уникальную терминологию, способную описать все тонкости философских понятий буддизма. Именно поэтому айратские переводы Ламрима, Сутр Золотого Света, Дарджи-Джо-2, Восьмитысячные пражни Парамиты, переводы иных основополагающих текстов буддизма выполнены с филигранной, практически с ювелирной точностью. По средним подсчетам ученых, сегодня мир населяет около 5000 народов. Это количество было определено по культурно-историческому признаку, то есть народом считалась группа людей, объединенных общим происхождением, традициями и языком. Вместе с этим этническим многообразием планеты собственный эпос сумели создать чуть больше сотни народов, то есть по одному народу на каждые 500. Наши предки входят в число создателей эпоса. Нет, наверное, калмыка, который бы не знал эпос Джангыр. Однако наряду с ним мы подарили миру еще 3 малых эпоса – Хан Харунгу, Дэни Кюрюль и Бум Эрдене, став таким образом рекордсменами по созданию эпических произведений. Кстати сказать, самое последнее масштабное героическое сказание монгольских народов было сложено в честь айратского царевича Луозангшуну. Сегодня это сказание популярно в Западной Монголии, Синьцзяне, Бурятии, а также у алтайцев, казахов, киргизов и хакасов. Подлинно примечание достойно, что калмыцкие князья издревле помышляли о законах и сделали такие учреждения, которые могут посрамить законы тех европейских земель, которые политическими считаются, и вольных азиатских народов варварами называют. Писал в 18 веке о законах калмыков
путешественник Петр Симон Паллас. Айраты и калмыки, одними из первых в Великой Степи, создали свои собственные законы. Монголо-айратские законы 1640 года известный монголист Николай Поппе назвал первым в истории не только монголов и калмыков, но и вообще первым в истории народов всего мира. Пакт о ненападении и наказании агрессии. Кроме того, волжские калмыки были одними из первых в мире, кто принял закон о всеобщем образовании. Эти законы принял хан Дондук-Дашир в конце 18 века. А связан был этот закон с письменностью Тодо-Бичик. В 1720 году при основании Усть-Каменогорской крепости несколько солдат, пойдя на охоту, набрели на развалины айратского монастыря Аблаенкит, где нашли множество рукописных свитков, написанных на голубой и темно-серой бумаге с золотыми и серебряными буквами. Генерал-губернатор Сибири доставил их Петру I, который переслал их в Парижскую академию наук с просьбой к французским ученым выразить свое мнение об этой находке и дать перевод текста. Мнения ученых-академиков разделялись. Одни признавали эти рукописи уйгурскими, другими тангутскими. Сегодня мы знаем, что эти надписи были выполнены на тибетском и айратском письме, а факт изучения этой коллекции положил начало всему российскому востоковедению. Письменность Тодо-Бичик, используемая калмыками с конца 17 века, была упразднена как пережиток прошлого специальным декретом Наркома образования РСФСР Анатолия Луначарского в 1924 году. Взамен Тодо-Бичик калмыков перевели на кириллицу, а с 1930 по 1938 год – латиницу. В том же 1938 году вновь вернули кириллицу, которая с небольшими изменениями используется и в настоящее время. К сожалению, отсутствие неясных гласных делает наш язык сложным для изучения. Эти реформы письменности также разрушили древнюю преемственность литературной традиции калмыцкого народа. В конце гражданской войны часть калмыков вместе с белым движением была вынуждена покинуть родину и эмигрировать в страны Европы. Позже многие из них переселились в Америку, где основали свою диаспору. Из-за океана они всеми силами пытались помочь нам, своим соплеменникам, находившимся с декабря 1943 года в сибирской ссылке, а также нашим единоверцам, народам Тибета. 19 марта 1959 года калмыки первыми в мире организовали митинг в поддержку Тибета в Вашингтоне. Это был первый и пока единственный митинг, часть транспаратов которого была написана на калмыцком языке и Тодо-Бичик. Современный монголоязычный мир насчитывает более 10 миллионов человек, компактно проживающих в Центральной Азии, а также в сотнях других уголков мира. Тот, кто владеет калмыцким языком и письменностью Тодо-Бичик, без явных сложностей сумеет понять всех представителей монголоязычных народов, прочесть их книги и осознать себя частью великого улуса Чингисхана.